В одном из хадисов пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, что перед Всевышним есть запретные месяца. Один из таких месяцев – это месяц Раджаб. Раджаб – это месяц Всевышнего Аллаха Тааля. И вознаграждение за добрые деяния этого месяца дает как раз Всевышний Аллах Тааля, Создатель, наш Творец. В этот месяц мы должны многочисленно стараться приблизиться ко Всевышнему, потому что в запретные месяца вознаграждение за эти добрые деяния, они умножаются многократно. В одном из изречений говорится даже 70-кратно, а то и больше, по милости Всевышнего Аллаха Тааля. Также грехи в эти священные месяца, если люди делают их осознанно, то они также увеличиваются многократно. Поэтому максимально нужно стараться делать много больше дел, добрых дел. И одна из самых таких благословенных ночей месяца Раджаб – это ночь на 27 число месяца Раджаб, про которое пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит: если человек искренне перед этой ночью, он будет держать уразу, и в эту ночь он проведет в поклонении, в молитвах, то получит вознаграждение, как будто он провел в поклонении 100 лет. Дай Аллаха Тааля, чтобы мы были из числа этих людей. Это ночь Миградж, ночь вознесения пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, ночь приближения Аллаха Тааля, ночь общения Всевышнего с его посланником Мухаммада, алейхиссалату вассалям, в том состоянии, где даже ангелы не могли общаться со Всевышним Аллаха Тааля. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он общался напрямую с Аллахом Тааля, но также пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорит, что каждый из нас может также общаться. И наше общение, наш миградж – это наши намазы. В одном из источников говорится, что в эту ночь желательно прочитать 12-ракаатный нафиль намаз, в котором желательно говорить как можно больше поминаний Всевышнему Аллаху Тааля. И если человек это все сделает правильно и искренне, то он получит вознаграждение, как будто он 100 лет совершал ночные намазы, провел их в бдении, и он приблизился таким образом к милости Творца. Пусть Аллах Тааля даст каждому из нас приблизиться своими благодеяниями. И эти благодеяния не должны быть просто искусственными, они должны выходить от сердца, так как наши молитвы, они будут приняты, когда они будут выходить от самого сердца, искренне, ради Всевышнего Аллаха Тааля. И можно узнать, насколько были эти молитвы, эти благословенные ночи приняты. Если человек после них стал лучше, если он стал терпеливее, если он стал милосерднее и дружелюбным по отношению ко всем другим людям, то он, значит, таким образом приблизился к Аллаху Тааля. Так как Аллах Тааля говорит, наши искренние молитвы, они нас оберегают от плохого. Если мы изменяемся в лучшую сторону, значит, наши молитвы были выполнены правильно. Если же мы, наоборот, раздражаемся, мы возгордились после этих молитв, мы себя возвеличили, то, значит, где-то наша молитва, она была неправильно выполнена. Значит, где-то мы сделали молитву искусственно, мы прочитали ее не совсем искренне, и мы таким образом не обратили к главному условию молитвы. Это искренность, это делать ради довольства Творца. Аллах Тааля пусть каждому из нас даст сделать как можно больше добрых молитв. И когда мы совершаем молитвы, мы не должны забывать, что молитвы – это общение между человеком и Всевышним Аллахом Тааля.